Сайырлы ханымлар, бүгін мевзумуз мезхеплер. Мен өзіме көре бір мундариже яптым, яғни содержание нашего урока. Бір мезхеп тарикат недір, Джебраиль хадисы, уч муштахид кімдір, усуль, фуру недір. Ve mezheplerinin çıkış sebebi, ondan sonra mezhepler bid'at mıdır, değil midir meselesi ve elimizden geldiğine kadar ondan sonra devam ederiz. Herkes Kırım Tatarca yaxşı anlay mı? Ya da bazı şeylerini Rusça aytayım mı? Bazı şeyler, Yaxşı, bazı şeylerini Rusça aytarım. Bizge qo'shilganda bayağı insan var mı? İnternet vasıtasымен. Посредством интернета много людей, да, с нами связывается. Сколько там видишь? Очень много. Yaxşı, biz devam ederiz. Мы продолжаем тогда наш урок, посвященный мазхабам. И сперва скажем пару слов по поводу определений словарного и терминологического значения слова мазхаб. Значит, это слово происходит от глагола «зехаби», это значит «идти». Мазхаб означает «путь, по которому идут». Это же значение имеет слово «тарикат». Однако, в отличие от мазхаба, тарикат в терминологическом значении означает «духовный путь развития, приближение ко Всевышнему, ну или другими словами, как говорят наши ученые, тескиетуль нефс, то есть очищение нафса от пороков, пагубных, плохих привычек. В принципе, посредством очищения и душевное развитие происходит. Значит, мазхабы у нас бывают двух видов. Мазхабы бывают в правоведении, то есть в юриспруденции, мы называем это фикхом, исламским правом, и мазхабы бывают в области вероубеждения, называется акида, итикади мезхеплер, ве фикхи мезхеплер. Здесь к месту вспомнить хадис Джибраиль алейхиссалям. Джибраиль алейхиссалям – это ангел, который в образе человека явился пророку и задал ему 5 вопросов. Этот хадис мы все прекрасно знаем. Он составляет основу вероучения и основу поклонения в исламе. Да? 3 первых вопроса как раз таки связаны с вот этими моментами. Первый вопрос – мель-иман, что такое вера, на что пророк отвечает, что вера – это вера в единого Аллаха, в его ангелов, в его пророков, в его книги, в судьбу и предопределение и воскрешение после смерти, то есть в день суда. Значит, перечисляются 6 столпов веры. Второй вопрос – мель-ислам, что такое ислам? И пророк также перечисляет, что ислам – это свидетельство, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед является его рабом и посланником. Да? Келимей шахадет, то, что мы произносим, при принятии ислама человек должен произносить. Первое. Второе – это совершение 5-кратного намаза. Третье – это зекят, потом ураза, то есть пост в месяц Рамазан. И 5-е – это хадж. 5 столпов ислама, все нам известны, и вот именно они перечисляются вот в этом хадисе Джибраиля. Третий вопрос – мель-ихсан. Что такое ихсан? Был, и пророк ответил на него так, что это поклоняться Всевышнему Аллаху, словно ты его видишь. Потому что даже если ты его не видишь, то он тебя видит и за тобой наблюдает. То есть постоянно находиться вот в состоянии такой близости, в состоянии ощущения того, что Аллах за тобой наблюдает, и поэтому делать свои движения, во-первых, правильно и искренне. Вот эти 3 момента мусульманские ученые, взяв за основу, значит, изложили более подробно и в доступной форме. Мы можем сказать, что как раз-таки ответ на вопрос, что такое иман, который проходит вот в этом хадисе, и дают
нам ученые по вероубеждению. Получается, эти ученые, их потом мнение, оно сформировывается в определенные, скажем, книги, собирается, их ученики потом, вот те ответы, которые даны на вопросы касательно вероубеждения, которые возникают у людей, классифицируют, и естественным образом появляется определенная школа вероубеждения. Она называется или же келям мектеплеры, то есть школы по келяму, или же школы по итикаду, то есть вероубеждению. Есть два мезхеба вероубеждения. Это школа имама Мансура аль-Матуриди и школа имама аль-Аш'ари. Две школы вероубеждения. Далее, ответом на второй вопрос, что такое ислам, это касается практики. Да, вероубеждение у нас касается того, что у нас в сердце, то, во что мы верим. А ислам это уже практика. То есть, основываясь на вере, мусульманин должен и вести себя как мусульманин. И ему предписываются определенные, скажем, поклонения или определенные действия, определенные нормы. Да? Харам, элял, как жениться, как разводиться, как вести, я не знаю, бизнес и так далее. Вот это все рассматривается исламским правом, то есть практической стороной религии ислам. И вот как раз таки ответом на второй вопрос и занимаются мазхабы в фикхе, исламском праве, которых у нас 4, мы их знаем. Имам, значит, ханафитский мазхаб, шафиитский мазхаб, маликитский и хамбалитский мазхаб. Далее, ответом на третий вопрос, который кратко и емко дал пророк, уже более развернутой и, скажем, подробной форме дают уже тарикаты, то есть суфийские школы. Как мы сказали, тарикат и мазхаб, в принципе, слова синонимы, то есть означает путь, по которому следуют, по которому идут. Еще сделаем такую небольшую ремарочку. Основы веры, они очищают сердце человека от неправильных убеждений. Ислам, как поклонение, например, после произнесения шахады, келимей шахадет, даже не приступив к намазу, мы сразу совершаем что? Абдест. Да, абдест, то есть без гусуля абдеста, без обыкновенного абдеста ты не можешь совершать никакие поклонения. Поэтому основа или же начало это чистота. Да, в принципе, даже практики. Чистота, что? Чистота тела. Второе, да? И третье, как я уже сказал, нефсны тезкие этмек, то есть очистить свой нафс, свое эго, свой характер от негативных привычек, значит, от пороков, это тоже чистота. Таким образом, ислам ставит целью очистить человека духовно, материально, с точки зрения тела в том числе. Как касательно материальной чистоты, предписывается зекят. Зекят тоже исходит от слова очищение. То есть зекя ески означает очиститься. Значит, зекят очищает имущество человека. Таким образом, мы понимаем, что ислам ставит своей целью очистить всесторонне человека от всего негативного, как духовного, так и имущественного и материального. Да? И таким образом ставит целью, вот, чтобы человек был всесторонне чистый. Далее, что касается ичтихада. Мы сказали, что целью, извиняюсь, не ичтихада, а мазхабов. Целью мазхаба является, значит, концентрированное и упорядоченное изложение исламских знаний, будь то в области вероубеждения или же исламской практики, и преподношение, скажем, в удобном таком, готовом к использованию виде обычным мусульманам. Бір мисаль келтіремін сізге, привожу вам один пример.
Человек принял ислам. Мы говорим ему, теперь ему нужно совершать намаз, например, да? Держать уразу, там, абдес, брать гусуль и так далее. Все остальные обязанности выполнять. Представьте, что мы ему даем 6 тысяч хадисов, 6 тысяч аятов, да, которые есть в Коране, и где-то 100 тысяч хадисов. Дали ему вот такие кучу книг, сказали: на, разбирайся, как ты должен выполнять свои обязанности перед Всевышним. Я думаю, что даже по прошествии нескольких лет он точно не разберется, как ему просто абдес нормально взять. Да? А представьте, что точно так же мы человечку просто даем джеб или михале, да, то есть как совершать там абдесты, намаз, и буквально в течение получаса или часа он изучает все фарзы, ваджибы, суннеты, микрухи того же абдеста или намаза и уже может более-менее сносно выполнять свои поклонения. Вот как раз таки это и есть цель мазхабов, чтобы доступно, скажем, упорядоченно преподнести людям исламские знания, чтобы они могли их брать и использовать. Мазхабы возникают естественным образом, потому что в этом есть нужда общества. Как я уже сказал, ученые, отвечая на вопросы людей постоянно, их, получается, выдающийся какой-то ученый, у него, конечно же, бывает круг учеников, люди приходят за ответом на свои религиозные вопросы к ним. По прошествии 10, 20, 30, 50 лет эти все знания, ответы на вопросы, да, фетвы, они все собираются, классифицируются, например, теми же учениками, записываются, фиксируются, превращаются в книги, и потом появляется определенная школа, да, которая называется мазхабом, которая доступным образом разъясняет людям, как нужно верить, если это мазхаб вероубеждения, или как нужно претворять ислам в жизнь. Так вот, в основу мазхаба ложится ичтихад. Основу мазхаба составляет ичтихад. Что такое ичтихад? Ичтихад — это когда человек компетентный в области исламских знаний, он непосредственно из первоисточников, то есть из Корана и хадисов, да, где хадисы, мы знаем, что такое. Это зафиксированное, значит, слова, действия и одобрение пророка. Да? Это первоисточники все на арабском языке. Значит, он, обращаясь к первоисточнику, Корану и Сунне, делает из них выводы, отвечает на вопросы мусульман или же систематически излагает, скажем, вопросы касательно то ли вероубеждения, то ли, значит, исламской практики, в определенном порядке. Например, условия никяха, там 1, 2, 3, 4, да, там должны стороны присутствовать, или же, например, их представители должны присутствовать, мехир должен быть обозначен, да, свидетели должны быть, например, 2 мужчин или 1 мужчина, 2 женщины, например, да, меджлис должен быть 1 и так далее. Это же все в таком порядке, вот попунктно, буквально 1, 2, 3, 4, 5, например, в хадисах не излагается, да, это разрозненно как бы излагается в общем тексте или же в практике пророка. Кто-то передает, например, пророк делал намаз так-то, но, например, нигде же в хадисах не говорится, вот, намазан он, и когда не фарза бар, например, есть 12 фарзов намаза, 6 внутри, 6 снаружи, снаружи там фарзы, там, вахет, истикбали хибле, там, я не знаю, ниет, тахарет и так далее. Нет такой классификации, да? Но в хадисах эти все знания есть, и вот они доступны, как буквально как аспирин, как таблетка готовая, ты берешь ее, все, и применяешь на практике. А хотя эти знания, возможно, из сотен или тысяч хадисов, например, мусульманские ученые, просмотрев, прочитав, проанализировав, сравнив их достоверность, они коротко, буквально в 6 пунктах или 12 пунктах, они нам изложили, проведя огромный труд. И мы этим пользуемся. Вот. Значит, мы сказали, что такое ичтихад, и вот человек, то есть, получается, ученый, высшей категории в исламе, который совершает ичтихад, он называется муджтахидом. То есть человек, который имеет право и компетенцию напрямую выносить решения
обращаясь к первоисточникам, Корану и Сунне. Муджтахидов между собой мы делим на две категории. Это мунтесиб муджтахидлер и мутлак муджтахидлер. Мутлак – это муджтахиды, значит, наивысшей категории, это имамы мазхабов. Вот. Чем они отличаются? Они отличаются тем, что они разработали методику вывода шариатских решений из первоисточников. Молодец? Методику они, получается, вывели, методика ихняя. А уже другие муджтахиды, они по этой методике делают выводы, отвечают на вопросы, которые население к ним приносит. Но они не вырабатывают методику, не придумывают. Они пользуются методикой муджтахида мутлак, который является имамом мазхаба. Поэтому называется имам, предводитель мазхаба. Да? Таких муджтахида на нынешний день 4. 4 есть живых, действующих мазхаба. В истории их было больше, но на данный момент осталось 4. Да? Поэтому имамами мазхабов называются те люди, которые разработали методику иджтихада, то есть методику, значит, выведения положений исламского права из первоисточников. Да? Теперь еще скажем о том, что такое метод. Метод – это кратчайший путь достижения цели. Да? Метод – это кратчайший путь достижения цели. Какая цель у нас? Выявить волю Всевышнего Аллаха, правильно? То есть мусульманам же велено воплощать в жизнь волю Всевышнего Аллаха. Например, нужно делать намаз. Да? Или же, например, человек приходит, когда спрашивает какой-то вопрос. Скажем, там, ну я не знаю, лак там, на ногтях, гусуль абдес нарушает или нет? Препятствует или нет? Вопрос такой, лака во время пророка не было. Или там накладные ресницы, например, да? Я вот для вас, для женской категории говорю. Да? Такие вопросы. Такого во время пророка не существовало. Новый вопрос, новый. Ответить надо? Надо. Да. Получается, муджтахид отвечает, но у человека цель какая? Чтобы Аллах был доволен, чтобы его действия соответствуют воле Всевышнего или нет. Да? Значит, цель – это выявление воли Всевышнего в данном вопросе. Получается, вот именно иджтихад – это и есть та методика, которая позволяет нам кратчайшим и верным путем выявить волю Всевышнего Аллаха, да, из первоисточников. Здесь мы видим что? Здесь мы видим то, что вот метод и мазхаб, они слова как бы друг с другом сочетающиеся, да? То есть вот именно поэтому является, мазхаб является путем, да? Потому что здесь есть определенная методология, вот, и она поставлена имамом мазхабов. Так, вот те 6 мазхабов, которые мы перечислили, 2 в, значит, итикаде, то есть вероубеждениях, и 4 в, значит, уже в практике мусульманской, скажем, все это учение, оно составляет вот именно учение Ахле Сунна валь Джамаат, которое мы называем. Да? То есть я вот схематично могу вам так расположить и четко обозначить границы. Все, что находится за пределами в области вероубеждений или же в области исламской практики, за пределом учения этих 6 мазхабов, не вхоже в сферу Ахле Сунна валь Джамаат. Это нам необходимо уяснить таким образом. Люди, которые по тем или иным причинам, скажем, считают себя компетентными, скажем, в области там, вероубеждения или же практики и делают выводы, ну, то есть немного люди самонадеянные, конечно. Они, скажем, ну, рассуждают вольно, скажем так. Хотя в исламе это не приветствуется категорически. Поэтому возникают некоторые споры, некоторые вопросы относительно, скажем, того,
нужно ли следовать мазхабу, можно ли следовать мазхабу, является ли мазхаб бид'атом, то есть нововведением, да, нововведение это люди или определенный контингент, скажем, от молодых там экспрессивных мусульман называют то, что не было во время пророка. Но сразу оговорим такой момент. Нету в исламском праве такого правила, что то, чего не было во время пророка, сейчас запрещено или же делать нельзя. Такого правила вообще нет, не существует. Поэтому вот во время пророка этого не было, поэтому это нельзя. То, что не было во время пророка, не является основанием запрета для того или иного действия. Вот мы должны это четко понимать. Да? Запретом является, если на то есть аят или же хадис, или если что-то вредит как бы человеку, его здоровью или же обществу. Вот это может быть основанием, но несуществование во время пророка основанием быть не может. Такого правила вообще нет, это выдумано. Вот в связи с этим необходимо также отметить, что в Коране есть типология людей. Небольшой экскурс, Оля Апаев. В Коране есть типология людей. Если мы читаем, вот там, например, объясняется, психологические портреты раскрываются различного рода людей, например, мусульман, мунафиков, кяферов. Далее, например, рассказывается о пророке Ибрагиме, о пророке Юсуфе, например, да. Также говорится, если вы прочитаете, например, рассказы или притчи там пророка Юсуфа, там есть много назиданий, например, и так далее, различные типологии людей. Как положительных, так и негативных. Вот негативная типология, например, там о фараоне говорится, да, о шайтане говорится, например, и так далее и тому подобное. Вот что касается шайтана, то его самая такая черта, которую Коран подчеркивает в нескольких аятах, во многих аятах Корана, это то, что шайтан способен искажать реальность восприятия. То есть он искажает восприятие людьми реальности. Вот в реальности, например, вот этот вот лист белый, а шайтан делает так, что ты воспринимаешь его черным. Да? И тем самым шайтан, скажем, делает так, что человек принимает истину за ложь, а ложь за истину. Вот в Коране, например, говорится: